Мне очень нравилось всегда находить новых, интересных учителей, помогать им в развитии. Поэтому задача руководителя и учителя – быть максимально открытым для родителей. Моя жизненная философия очень простая. Это любимая фраза, которую я всегда говорю в напутствии выпускникам. Везет тому, кто везет. Есть такое мнение, раз добился высокой управленческой должности, можно расслабиться и плыть по течению. К сожалению, это не так. Нужно всегда обновлять свои знания, чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом. Данный выпуск о человеке, который талантливо и эффективно руководил городской классической гимназией многие годы и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Всем большой привет! Я Валентина Варламова, автор проекта «Из первых уст». Подписывайтесь на мое сообщество, чтобы моими глазами знакомиться с прекрасными людьми, профессионалами своего дела. Оставляйте свои лайки, комментарии и, конечно, желаю приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Валентины Варламовой. Я Ипатьева Ольга Юрьевна, ветеран педагогического труда. Путь в педагогическую профессию, вероятно, был мне предопределен свыше. Мой прадед, Шкаридный Петр Гаврилович, был директором сиротского приюта на Вологодчине. Его дочь, моя бабушка, Попова Ольга Петровна, и 5 ее сестер, ее братья, все были педагогами. Мой дедушка был педагогом. Моя мама закончила педучилище. Как бы путь был почти предопределен, но я вначале очень долго сопротивлялась педагогической профессии. Вначале, в 10 классе, когда я училась, у нас был замечательный учитель физики Ольга Михайловна Батурина, и меня покорила история, биография, жизнь Марии Кюри. И я захотела стать физиком-ядерщиком. И вначале я подавала документы в Политехнический институт на атомную энергетику, но не прошла по конкурсу. И поступила тогда в 1977 году, только открылось в Ленинграде первое в стране училище, где готовили операторов ЭВМ. И я поступила туда. Закончила его с отличием. Но поработав и пройдя практику по этой профессии, я поняла, что мне это немножко скучно. И уже через год подавала документы в Ленинградский педагогический институт имени Герцена, который, кстати, закончили и 2 бабушкины сестры в свое время. Так я пришла в педагогическую профессию. И не случайно сегодня мы с вами встречаемся в этом прекрасном Воронихинском сквере. И за этой прекрасной чугунной оградой находится Ленинградский государственный университет имени Александра Ивановича Герцена, моя альма-матер. Начала я свою работу в поселке Назия Ленинградской области, куда попала по распределению. Я работала учителем физики и работала старшей пионер-вожатой. Спустя 3 года по окончанию распределения я вышла замуж за коренного якутянина, потомка первых якутских ямщиков Вячеслава Ипатьева, и мы переехали в Якутск, где я проработала 35 лет. 18 лет я проработала учителем физики, заместителем директора в 26-й школе, и 17 лет учителем физики, заместителем директора и директором в городской классической гимназии. Наверное, чувство большой ответственности, но получилось так, что я в 8-й школе, затем в городской классической гимназии, работала заместителем директора по научно-методической работе. И когда Галина Ильинична Устинова вышла на заслуженный отдых, меня назначили директором. Поэтому я осталась в том же коллективе, в котором работала заместителем директора.
Конечно, прежде всего это, еще раз говорю, чувство большой ответственности. На плечах директора школы, конечно, много обязанностей, но я бы сформулировала это как бы вот в одной такой фразе. Директор школы, он гарант соблюдения прав всех участников образовательного процесса. Ученика, учителя и родителя. То есть это очень важно в рамках действующего законодательства, не ущемляя прав ни одного из участников образовательного процесса, выстроить этот процесс так, чтобы он был интересен всем. И ученикам, и учителям, и родителям. Самыми такими значимыми, наверное, для меня наградами являются две. Это первое, это ведомственный знак Министерства образования Республики Саха-Якутия «Учитель учителей». Мне очень нравилось всегда находить новых, интересных учителей, помогать им в развитии, тесно сотрудничая с Институтом развития образования и повышения квалификации, ездить по республике, делиться своими знаниями, опытом с учителями и, естественно, черпать что-то от них новое. И вторая награда – это знак Якутской городской думы за вклад в развитие образования города Якутска. Я горжусь тем, что я 35 лет отдала образованию города, республики, и что внесла свой скромный вклад в наше общее дело. Какого-то конкретного приема я не могу выделить в своей профессиональной деятельности. Наверное, видеть прежде всего человека и в ученике, и в родителе, и в учителе прежде всего. И видеть его сильные и слабые стороны и стараться поддержать то лучшее, что есть у этого конкретного человека. И постараться нацелить его на общие интересы, на интересы общего дела, сделать его, не сделать, наверное, это неправильно, а привлечь его в свои союзники, заразить его какой-то общей идеей и вместе идти к поставленной цели. Наверное, так. Наверное, одно из самых для меня важных таких вот управленческих решений, но это не то, что решение, а это целый длительный управленческий процесс, это создание деятельного, действительно, и такого значимого управляющего совета в гимназии и попечительского совета гимназии. Они были созданы, естественно, еще до меня. Вот Галина Ильинична Устинова, директор, после которой я пришла работать в 8-ю школу. При ней эти структуры создавались. Но когда я работала, мы как-то стали союзниками. Мы не боялись выслушивать мнение родителей, подчас их мнение не совпадало с нашим, но мы старались всегда прислушиваться к нему. Для нас всегда было очень важно мнение учеников. И когда родители и дети почувствовали, что их предложение не просто для галочки, и что эти управленческие структуры, управляющий совет и попечительский совет – это не просто какие-то формальные на бумаге структуры, действительно нам удалось сделать очень многое. Это и совместное создание спортивной площадки, участие в проекте «Народный бюджет» города Якутска.
Это и создание сквера «Зеленая библиотека», работа по озеленению территории. Это и большое количество реализованных проектов. Это и проекты родительского комитета, «Битва хоров», можно назвать, хоровые такие у нас большие праздники. Это и наши балы. То есть для меня это было очень важно, когда все участники образовательного процесса объединены какой-то одной общей большой идеей. Это наверное, самое важное было в моей работе. Другое интересное решение, тоже, на мой взгляд, достаточно. Мы с педагогическим коллективом в свое время приняли решение, что в 10 классе наши ученики будут защищать бизнес-проекты. Вообще у нас по учебному плану, по образовательной программе было 8 и 10 классы обязательно сдают творческие экзамены в виде защиты научно-исследовательских работ. Но на каком-то этапе время идет, время меняется, и мы решили, что десятиклассники должны защищать бизнес-проекты. Это было очень интересное направление. Каждый десятиклассник или команда десятиклассников в течение года готовили бизнес-проект. Очень интересные проекты. Начиная от создания собственного ресторана, заканчивая крематорием для животных. То есть самые разные направления. Ребята сами просчитывали весь бизнес-план, выстраивали. Это, я считаю, очень интересный навык. И уже после того, как мы это у себя запустили, появились изменения в учебных планах, и в 10 классах на федеральном уровне в обязательной части учебного плана ввели защиту индивидуального проекта всех десятиклассников. Поэтому мы были в ногу со временем и, может быть, даже чуть-чуть впереди в это время. И третье, наверное, интересное такое было решение, такой проект. Мы его реализовывали совместно с Общественной палатой Республики Саха-Якутия, с Якутской городской думой. Проект форум проводили «Якутская колыбель семьи». Мы сейчас много говорим о воспитании, но сколько бы мы ни говорили и не проводили каких-то бесед, ничто так, наверное, не вдохновляет и не помогает понять, как правильно воспитывать ребенка, как наглядный опыт какого-то человека. И когда в одном месте, несколько лет городская классическая гимназия была базой проведения этого форума, когда собираются родители с детьми вместе, что очень важно, с разных школ, детских садов города Якутска к нам приходили и рассказывали о своем семейном опыте воспитания. Одни рассказывали, как ходят в походы, третьи занимаются каким-то творчеством, семейные ансамбли. И если бы это больше таких мероприятий, даже мероприятием это трудно назвать, форум, мероприятие какое-то такое казенное слово, и люди больше, молодые семьи больше видели, как можно проводить досуг в семье, то, наверное, у нас меньше было бы правонарушений, и меньше бы детям хотелось уходить из дома, и меньше бы детям хотелось бесцельно сидеть в своих гаджетах, когда люди увидят, как интересно, полезно можно проводить досуг в своей семье. Год педагога и наставника, конечно, нельзя не сказать о своих наставниках. Я очень счастливый человек, и на моем пути встретилось много замечательных людей, которым я благодарна, и которые сыграли очень большую роль в моей жизни. Когда я молодым учителем пришла в 26-ю школу, первый, кто меня, наверное, встретила, тогда была председатель профсоюзного комитета Ким Наталья Алексеевна, которая впоследствии стала моей близкой подругой. Сейчас она директор школы. И многое, как учитель, я подчерпнула именно
у нее, как она взаимодействовала со своими учениками, выпускниками, и я во многом хотела быть похожей на нее. Дальше, конечно, Недосекова Татьяна Даниловна, директор 26-й школы, которая предложила мне стать заместителем директора и которая вырастила меня как руководителя. Это человек с удивительными управленческими качествами. Она руководила огромной школой, 2000 человек, и это были непростые 90-е годы. У нас было очень много направлений: якутские, гимназические, художественные, эстетические, театральные классы. И она очень четко этим руководила. Я очень многому у нее научилась, и она всегда направляла меня в нужном направлении. Конечно, это Евдокия Ивановна Евсикова, которая в свое время предложила мне возглавить 8-ю школу и затем городскую классическую гимназию. Конечно же, это и Алексеева Галина Ивановна, в свое время заместитель начальника управления образования города Якутска, затем директор Института развития образования и повышения квалификации. Тесно сотрудничая с ней, мне посчастливилось участвовать во многих всероссийских крупных проектах, в которых участвовала наша республика, объездить нашу необъятную республику Саха-Якутия с курсами повышения квалификации, познакомиться с уникальным опытом. И это мне позволило и как учителю, и как руководителю выйти за рамки своей школы и посмотреть на проблемы образования гораздо шире. Это и Феодосия Васильевна Габышева. В моей биографии был такой очень небольшой промежуток, полгода, когда я, пройдя конкурс, стала специалистом Министерства образования Республики Саха-Якутия. И под руководством Феодосии Васильевны я работала полгода. И тоже это мне во многом помогло посмотреть на систему образования гораздо шире, что в дальнейшем способствовало успешному участию нашей гимназии во многих конкурсах, во многих российских и республиканских проектах. Ну и, конечно, мои наставники – это все учителя, чьи я уроки посетила. Не было ни одного урока, на который я посещала и как заместитель директора, и как зауч, с которых я бы не вынесла чего-то полезного. Поэтому, пользуясь возможностью, я всем коллегам из нашей необъятной республики Саха-Якутия, из дальних улусов, из города Якутска, из 26-й школы, из 8-й школы городской классической гимназии передаю огромный привет и огромные слова благодарности всех, кого знала, и всех, кто встретился на моем педагогическом пути. Спасибо, коллеги. Я думаю, что сейчас и что раньше ученики всегда ценят в учителях прежде всего искренность и, конечно, компетентность, знание своего предмета. Дети очень остро чувствуют фальшь, ложь, неправду. Поэтому, если ученик чувствует, что ты с ним искренен, то он может тебе простить и какой-то взрыв эмоций, если он видит, что ты, действительно чем-то что для тебя что-то неприятно, больно. И они всегда откликаются на такие моменты. Сегодняшние дети, конечно, ценят, думаю, учителей, которые
хорошо ориентируются в современном мире, учителей, которым интересны дети. Вот учителю всегда должен быть интересен ребенок. Я думаю, что путь к сердцу каждого родителя искать не то, что не надо. Каждый родитель просто должен быть абсолютно уверен, что его ребенок находится в школе в безопасности прежде всего, что в школе у него нет врагов, что учителя и одноклассники, педагоги – это союзники ученика. И у нас с родителями одна общая цель. Поэтому задача руководителя и учителя – быть максимально открытым для родителей. Это достаточно сложно и не всегда может быть очень приятно для учителя, но это, я абсолютно уверена, необходимо. Именно выстраивание такой системы у нас в гимназии позволило сделать то, что я очень надеюсь, что большинство родителей действительно были нашими союзниками в образовательном процессе. Моя жизненная философия очень простая. Это любимая фраза, которую я всегда говорю в напутствии выпускникам. Везет тому, кто везет. Счастье, прежде всего, это счастье родных и близких, самых близких тебе людей. Это самое главное, наверное, в жизни любого человека. У меня очень интересная и очень насыщенная жизнь. Благодаря своим внукам и старшей внучке я открыла для себя искусство аниме. Это очень интересное направление, и она у меня поклонница этого направления. Я посмотрела очень много японских аниме-фильмов и открыла их для себя, поучаствовала в нескольких аниме-фестивалях. Я с удовольствием хожу с ними в театры, открыла для себя очень интересные тоже фестивали, проводятся в Петербурге, театрального искусства для подростков. Весной проходит такой фестиваль, и очень много режиссеров у нас в стране и в Петербурге, которые ставят очень интересные, востребованные и актуальные для молодежи спектакли, поднимающие очень сложные вопросы взаимодействия, первой любви, предательства и так далее. Для меня это очень интересно. Хожу с внучками в бассейн. У нас здесь очень интересная компания коллег по Якутску. Людмила Игоревна Повецкая, Таюрская Тамара Семеновна, Валентина Юрьевна Рыбкина, с которыми мы очень культурно проводим досуг, ходим на интересные экскурсии, концерты, творческие встречи. Очень много активностей в Петербурге, где можно не просто прийти, посмотреть. Я закончила курс мировой художественной культуры, получила сертификат. Мне это было всегда интересно. Отучилась, сдала экзамены и смотрю на свой любимый город уже немножко по-другому. Молодым руководителям совет такой: учиться, учиться и учиться. Учиться у учителей опытных в своем коллективе, учиться у опытных директоров, коллег. И самое главное – учиться самому саморазвиваться, очень много читать
юридической, правовой литературы, потому что, еще раз повторюсь, директор – это гарант соблюдения всех прав всех участников образовательного процесса. И при реализации любого, даже самого, на ваш взгляд, интересного проекта необходимо думать о конечном результате. Удачи молодым коллегам! И еще, молодые коллеги, помните, что если бы все деревья были прямыми, лес был бы нестерпимо скучный. Поэтому я вам желаю очень разнообразных коллег, учеников и родителей. У меня 4 внучки, они называют меня исключительно бабуля. Фильм про меня, я так замахнусь сразу, у меня, наверное, был бы сериал. Наверное, первый сезон назывался бы «Комсомольцы-добровольцы», второй сезон «Через тернии к звездам», и заключительный сезон, вероятно, «Старость меня дома не застанет». Наверное, это скверы, парки, каждому году свое любимое место. Сейчас вот мы находимся в удивительном месте силы, как говорят в Петербурге, это Семимостье, тоже одно из моих любимых мест. Дорогие зрители, благодарю за поддержку моего творчества. Ваша обратная связь дает мне большую мотивацию двигаться дальше и радовать вас новыми выпусками. Оставляйте свои лайки, комментарии, делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями и коллегами. И до новых встреч!